Что хотела сказать. Сегодня мы провели международную конференцию по химической промышленности в рамках недели обрабатывающей промышленности. Кратко о показателях химической промышленности. На сегодняшний день доля химической промышленности в ВВП Казахстана составляет по разным оценкам 0,25-0,5%. Хотя у наших соседей, таких как Россия, Азербайджан, Белоруссия и так далее, эти показатели за 2-3%. То есть во многих странах, в том же Китае, в Германии, это 8-10%. Поэтому на сегодняшний день мы говорим о том, что наша продукция, которая выпускается в Казахстане, они все покрывают в размере 6% общего объема потребления химической продукции. Это на самом деле очень маленькие показатели. Да? По результатам сегодняшней нашей конференции у нас было два блока. То есть первый блок — это цены на бензин, эксперты спорят. И вот сейчас мы заканчиваем по вопросу развития нефтегазохимической промышленности в части действующего состояния отрасли. Да? Что хотелось бы сказать? По первой части, в отношении регулирования стоимости на бензин, по сути, эксперты пришли к такому мнению, что да, регулирование, определение цены нужно, но не самой цены. Да, нам нужны такие достаточно хорошие инструменты по определению данной рыночной цены. В связи с тем, что на сегодняшний день рынок Казахстана и действующая ситуация, то есть она не до конца реформирована, как вы знаете, у нас существует олигополия и так далее. Поэтому, по сути, резюме у нас такое. По второму вопросу развития нефтегазохимической отрасли, по сути, мы все понимаем о том, что на сегодняшний день нам нужно создавать химические производства, нефтегазохимические производства, уходить в более глубокий производственный передел, модернизировать наши НПЗ и производить продукцию с более высокой добавочной стоимостью. И здесь должна быть роль государства в части того, что вот как раз она должна создавать данные производства. Вот сегодня, как вы знаете, было анонсировано движение за реформу Токаева. В рамках данного движения был создан клуб реформаторов при Национальной палате предпринимателей. И в рамках этой работы нами планируется решение ряда таких основных вопросов химической промышленности. Такие вопросы, как доступ к финансам. На сегодняшний день финансирование для химической отрасли доступно только ограниченному количеству предприятий. Доступ к сырьевой базе. Многие предприятия, в том числе сегодня говорили, что это есть основной вопрос для развития химической отрасли. А также мы говорим о регулируемых рынках сбыта. На сегодняшний день в химической промышленности 70% рынка сбыта — это регулируемый рынок, госзакупки, квазигоссектор и закупки недропользователей. В силу определенных обязательств и слабого регулирования, непрозрачности мы не можем, многие предприятия, точнее, не могут прозрачно заходить на эти рынки и получать заказы. Поэтому я со своей стороны, как член клуба за реформы Токаева при Национальной палате, хотел полностью поддержать все инициативы нашего президента, связанные с реформированием, и сказать, что главная наша задача, как в клубе реформаторов, обеспечить доведение данных реформ до своего логического конца. Большое спасибо.